Мы приложили все усилия, чтобы исключить такие факты, и процесс обработки информации, не имея контактов с людьми, заявил заместитель руководителя управления цифровизации и государственных услуг города Нур-Султан Айдос Калдасов. На брифинге столичного антикора рассказали о мерах, которые предпринимаются, чтобы в дальнейшем совершенствовать работу системы Сергек, а также оперативность оповещения граждан об имеющихся штрафах. По словам замглавы управления цифровизации и госуслуг города Нур-Султан Айдоса Калдасова, в ведомстве совместно с управлением полиции займутся решением вопроса, чтобы информация о нарушении ПДД приходила к жителю максимально оперативно, когда еще есть возможность оплатить только 50% от общей суммы. По этому направлению мы будем работать и взаимодействовать с МВД, чтобы максимально этот процесс обработки и отправки, доведения до граждан был правильно организован. В рамках своей компетенции мы свою часть работы выполняем по развитию этого проекта, сказал Калдасов. Он добавил, что в планах есть проведение совместной с МВД встречи, где также будет обсуждаться вопрос по дальнейшему развитию и оптимизации процессов. Также на брифинге заверили, что автоматизировали работу камер Сергек, чтобы не было механической возможности списать штрафы за ПДД с определенных граждан. По этому проекту у нас была проделана определенная работа. С нашей стороны мы приложили все усилия, чтобы такие проблемы исключить и их не было. Могу заявить, что таких ситуаций по списыванию не будет. Потому что все автоматизировано, все работает на не механическом, а максимально упрощенном формате. Процесс обработки информации у нас никаких контактов с людьми не имеет, заявил замглавы управления. 27 ноября руководитель департамента Агентства Казахстана по противодействию коррупции города Нур-Султан Шингис Кабдулла сообщал, что сотрудник Центра оперативного управления списывал административные штрафы, которые были зафиксированы камерами Сергек. Дело по данному факту было направлено в суд. Всего должностное лицо Центра оперативного управления, который путем систематических внесений искаженных данных в систему Единый реестр административных производств снял с учета порядка 268 административных правонарушений на сумму свыше 3 миллиона тенге.